С этой станции начинается новая магистраль Амуро-Якутская. По объему работ АЯМ равен третьей части БАМ. Судьба дала главбамстрою новую дорогу, чтобы он показал результат усвоения бамовских уроков. С трибуны 27-го съезда КПСС товарищ Прокопьев, первый секретарь Якутского обкома партии, сказал, что средства, выделяемые Госпланом СССР на строительство утвержденной директивами съезда магистрали, явно недостаточно. И главбамстрой пока только делает вид, что перебрасывает сюда свои ударные силы, а по существу удерживает их на БАМе для устранения своих же недоделок. Укладку полотна ведет отряд «Якутский комсомолец», получивший в наследство поезд знаменитого бамовского бригадира Ивана Варшавского. Как настроение на острие атаки? Условия, конечно, еще не подходящие. Жилье в основном. Особенно вот приезжают молодые, создают свои семьи. Им же где-то семьей надо жить. Жильем плохо. Мнение бригадира, депутата Верховного Совета Якутской АССР Алексея Иванченко. Всем, по-моему, понятно, что если человек будет жить плохо, с крыши будет вода течь. Значит, на работе будет такое, он нужно что-то достать где-то, урвать, значит, купить или как-то достать где-то, чтобы заклеить или замазать это дело. Потому что Беркакит построен уже 10 лет тому назад. И он не ремонтировался. Средств выделения на этот поселок вообще никаких нет. На строительство поселка. Все идет на старом. И, в общем, по-моему, что было на БАМе, все остается и на АЯМе, и оно еще, по-моему, долго будет такое, потому что вот этот иждивенческий, вот этот вот климат, который был вот так вот, а народ все равно построить, куда он денется. Претензии бригадира вот к этому Беркакиту, где по замыслу должны были жить только эксплуатационники БАМа. А живут и строители, и энергетики, и угольщики. Но есть еще и другой Беркакит. Этого самостроевского Беркакита можно было бы избежать. Был и проект. Вот что говорит председатель постсовета Старцев. Проект этот разрабатывал Иркутский институт. Проект, конечно, он красив сам по себе. Если посмотреть даже на фотографию, то если бы мы имели сейчас, хотя бы развивались в этом направлении, то лучшего и желать не надо было. Но это осталось только на бумаге. Кстати сказать, проект отмечен золотой медалью ВДНХ. Если говорить вообще о истории возникновения этих балков, в данном случае балки явились следствием того, что жилье, которое здесь построил Минтранстрой, его явно было недостаточно. Те, кто придумал присказку про рай в шалаше, не жили в балках при минус 50. Но другого выхода у молодых семей нет. Создавали эту ситуацию многие министерства и ведомства. А отвечать кому? Мне могут сказать в упрек, сейчас живут там не наши люди. Я категорически против такого подхода. Люди все наши. Все они наши. Но только лишь с той разницей, если он в 1982 году работал в системе Минтрансстроя, и сейчас в связи с передислокацией поезда его не трудоустроили, он перешел, допустим, в Министерство энергетики или Минуголь, Минуглепром. Ну и что? Он в конечном итоге все равно вкладывает свою энергию, свои силы в развитие комплекса. После серии очерков в «Известиях» Минтрансстрой СССР обещал уделить особое внимание человеческому фактору, совершенствовать вахтовый метод работы. Мы работаем фактически так, значит, с 8 утра и до 9 вечера. Вахтовому методу. Это значит полмесяца мы работаем, а на полмесяца мы уезжаем домой. Повторяются ли ошибки БАМ? Абсолютно все те же ошибки. Строим поселок сами. Нам должны с МП построить уже жилье. И не только жилье. Да, и не только жилье. А мы должны уже работать.
А мы приезжаем, и получается что? Мы сами для себя строим, и потом уже начинаем основную свою работу. Мы хотели увидеть, чтобы была квартира, чтобы я приехал, и мне вручили ключи от нее, и все. Вот какой идеальный случай. А не то, что мы оттуда сломали свои курятники эти, притащили их в томот, сами же строили, вот, отрывали это время, сами же еще там бить. Это когда этих щитов буквально они разложились уже. И мы их таскаем туда-сюда, туда-сюда. Они свои уже практически отслужили. Согласитесь, все это идет вразрез с решениями 27-го съезда партии. Или они для Минтрансстроя не обязательны? Сколько у нас? 50 семей? 36 семей? 36 семей у нас здесь живет. И уже у всех дети есть. Обязательно, по двое, по трое. Мы думали, вот когда пока БАМ строили, думали, вот уже АЯМ продумают, потому что было время подумать, решить этот вопрос. А время действительно было. Ну а как с техникой? У нас вот посмотрите, у нас сейчас все машины буквально все старые. Новой техники не дают никакой. На списанных работаем, понимаете? И запчастей. Запчастей тоже нет. Техники строить, а ям-то мы больше денег потеряю. На запчасти, вот на ремонты, чем на работу. Чем на новую технику. Никакого профилактория здесь нет. Вот здесь построен курятник, такой курятник, что вот, не дай бог, заедет какая машина, стукнет, там стоки такие поставлены, и он обвалится. Понимаете? Техника ремонтирует, особенно вот тяжелую технику. Поглядишь, вот как ребята, все-таки тяжело, да на мороз какие ветра здесь. Все железяки на живот тащишь. Люди обмораживаются. Вот мороз где-то 40-50 градусов и ветер. За зиму 3-4 раза меняешь шкуру, как Не змея. пальцы, а гайка к пальцам. Полностью. На руках по локоть. Бытует мнение, что мытарство строителей компенсируется северными надбавками. Нет, я с этим не согласен. Очень редко получается так, что человек сюда приехал, допустим, 2 года и уехал. Это социально неверно, потому что он приезжает не один, а с детьми. А дети – это то, что будет после нас. И что же он увидит? Что он будет говорить, что у него было здесь 80%, так сказать, северной надбавки и 1,7 коэффициент? Школы, детсады, учреждения культуры – все в Беркоките переполнено в 3 раза. А что же хозяин поселка, совет? У нас пока у советов в данном случае чисто как совещательный голос. То есть нас могут выслушать, принять к сведению, но не к обязательному исполнению. А вот если бы этот план, который утверждается, без согласования с советами не принимался к исполнению и к финансированию, тогда это бы дало результат. Я не говорю, что советы потребовали строить нам воздушные замки, нет. Но минимум, тот, который вот мы с таким трудом все это дело добиваемся, вырываем, я думаю, тогда был бы. — 27-й съезд требует, прежде всего, пересмотра позиций в отношении человека. Поскольку человеческий фактор – это не просто должны быть слова, это должны быть конкретные действия. Прежде всего. Да, это прекрасно. Но в конечном итоге все это земполотно, вся эта дорога, она в самом конечном итоге делается для человека. В самом конечном итоге. Так вот, чтобы этот конечный итог, человек, он должен стать в начале пути. То есть вначале нужно создать для человека, чтобы он здесь работал в нормальных условиях. Вот в этом вопросе как раз нам сейчас, не то что легче нельзя сказать, но работать стало намного лучше, целенаправленнее.